У сказочных персонажей горячая пора. Они торопятся открыть новогодние елки по всей стране, в том числе и в микрорайонах Сибая. В течение года жителям поселка Золото оказывается необходимая помощь предприятиями города, а в канун Нового года она усиливается. Подшефная организация занимается возведением ледового городка. Традиционно поддержкой в этом вопросе заручается от БШПУ и администрации. 2015 год, я думаю, он был непростым для всех нас. Ну, самое главное, конечно, это для нас, взрослых. Год бывает простой, непростой. Но самое главное, чтобы этот год нормально завершался. И наша задача взрослых, чтобы дети наши не почувствовали, какими года бывают. Поэтому это вот, если дети не почувствовали, то есть для них все года должны идти ровно, радостно и приносить больше счастья, больше улыбок и больше позитива. Традиция наша идет уже здесь несколько лет. Мы с вами встречаемся все перед Новым годом. Я думаю, что будем эти встречи продолжать. С Новым годом всех, с наступающим! Воспитанники клуба «Ровесник» совместно с учениками 14-й школы подготовили для детворы сказочное представление, тем самым создав ощущение приближения чудесного праздника – Нового года. Одними из главных героев ледового городка в поселке Золото стали любимые мультипликационные персонажи. Какой же Новый год без Деда Мороза и его внучки? С появлением потерявшегося главного зимнего волшебника детвора облепила его со всех сторон, наперебой рассказывая выученные стихи. Хочу пожелать здоровья, крепкого успеха, счастья, любви, всего хорошего. Мальчишки и девчонки не оставили в стороне и Бабу-Ягу, которая попыталась испортить им Новый год, но все же изменилось, подобрела и праздник состоялся. Я в этом году желаю, чтобы все наши дети хорошо учились, вели себя хорошо, на меня не были похожи. В целом, взрослые и дети остались довольны проведенным мероприятием. Теперь ребятам из поселка Золото есть где и как проводить новогодние каникулы. Главное, чтобы ледовый городок остался целым и невредимым как можно дольше. Луиза Мустафина, Альфия Янчурина, Рустам Имангулов, Гульгина Раскельзина, телекомпания СТВ.